Оқушылар, енді сендердің 10 сыныптарың бітті, 11 сыныпқа көштіңдер. Сендердің алдарында үлкен бір тесттер, ол ЕНТ. Енді сендер өздері мамандықтарын таңдаған шығарсыздар, соған байланысты сендерден бір тест алайын. Бұл жерде 5 сұрақ бар, соның әрқайсысына жауап бересіңдер. Оған 20 минут уақыт беріледі. Меня зовут Айдар. Я учусь в Казахско-турецком лицее. Текущий год для меня и моих одноклассников выпускной. Казалось бы, радость и чувство облегчения должны переполнять. Однако не все так беззаботно. Мы стоим на пороге нового этапа, и не всем из нас удалось определиться с самым главным – ремеслом всей жизни. В детстве все хотели быть космонавтами или пожарными, но с возрастом реалии мира начинают переделывать наше отношение к профессиям. Теперь критериями становится не крутость, а иерархическая и материальная составляющая. А это Куаныш и Жора, мои лучшие друзья. Мы любим проводить время вместе. Вместе делить радости и невзгоды. Несмотря на то, что мы довольно разные, наша дружба очень крепка. Но есть вещи, в которых дружеского совета недостаточно. Так мы втроем столкнулись со схожей проблемой – выбор будущей профессии. В этот день нам назначили нового классного руководителя. Кто бы мог подумать, что именно он станет тем, кто изменит все. Прошу минуточку внимания. Здравствуйте, меня зовут Баян Дильнайбек, я ваш новый преподаватель. Надеюсь, мы с вами сработаемся и быстро найдем общий язык. Если у кого-то будут вопросы или проблемы, обращайтесь, я всегда рад помочь. 25. Мы до сих пор не можем определиться, кем стать и что выбирать. Давайте обсудим это в более уютной атмосфере. Меня зовут Куаныш, и у меня проблема, что я не определился со своей профессией. Отец мне говорит, чтобы я учился на юриста, но... Куаныш рассказал о случае, когда он решился на серьезный разговор с отцом. Однако отец считал, раз Куаныш не определился сам, то он, как более зрелый, сам определит ему профессию. Разговор не привел к чему хорошему, лишь усугубив сомнения Куаныша. Я вот люблю рисовать, вот некоторые нет, не нужно рисовать, это если не заработаешь на жизнь. Все говорят, Да, многие говорили Жоре о том, что его выбор ошибочный. Даже его девушка убеждала Жору, что сейчас искусство подвластно деньгам, с чем он сам был не согласен. однако ночью немножко так. Поэтому я не считаю так. Но учитель
Мой случай был схож с Жоре, за исключением того, что мой выбор высмеивали, нежели считали ошибочным. Я казах, все мы Как патриот, я считал, что коневодство полезно для страны, берущие корни нашей истории. Но век инноваций, когда все гонятся за новым и неизведанным, моя идея стала изгоем. Ребята, все ваши проблемы решаемы. Дайте мне пару дней, и я отвечу на все ваши вопросы и помогу вам объяснить. Drive you away. I know what you'll say. You say, Жора, у меня есть для тебя хорошие новости. Я знаю одного человека, который сможет тебе помочь. but I promise you this. I'll always look out for you. Yeah, that's what I'll do. Say I say Сейчас я его помню. Да-да, заходите. Здравствуйте, Саран. Я хотел поговорить с вами насчет вашего сына. Здравствуйте, Равилбек Русланович. Ваш сын говорит, что недоволен вашим длительным выбором профессии. Я осознаю, что это большая проблема, но, к сожалению, он до сих пор сам среди денег, до сих пор сам ничего не выбрал. Я предлагаю очень выгодные планы. В мире много всяких профессий. Я серьезно. Я знаю, людей, которые характер выбора профессии правильно. Хорошо? Давайте мы решим, обсудили этот вопрос. Хорошо. Я надеюсь, мы обсудили этот вопрос. I know I was wrong, but I won't let you down. Oh, yeah, I will. Yes, I will. I said, I cried. I saw sparks. Yeah, I saw sparks. I saw sparks. Yeah, I saw sparks. Singing out love. Огромное количество людей с каждым днем задает себе один и тот же вопрос. В чем же смысл моего существования? Тонны литературы и терабайты информации посвящены этому вопросу. Тысячи духовных конфессий и еще больше научных институтов пытаются найти ответ.
Сегодня я понял то, о чем спорят миллионы людей по всему свету. Быть счастливым – это единственный вариант ответа, который является правильным. Наблюдая за людьми, я понял, что по-настоящему счастлив тот, кто занимается любимым ремеслом. Эти люди не знают горя, не обращают внимания на чужое мнение и любое осуждение. Человек, который открыл мне и моим друзьям глаза – наш школьный учитель. Он – человек, изменивший наш мир. Дорогие друзья, коллеги, хочу сказать пару слов о своей методике. Быть учителем – это неописуемая гордость. В протяжении истории человечества взаимоотношения ученика и учителя являлись самыми чуткими и уважительными. Огромная ответственность лежит на учителе, ровно так же, как и на ученике. Мы должны четко осознавать, что каждый человек – это личность, и индивидуальный подход к учителю – один из важных аспектов продуктивного будущего ученика. Только таким образом мы выведем систему образования на новый уровень. Извините, мне пора выходить.